Халмо, хурметли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Сегодня я хотел бы поговорить о башкирском народе и о миссии башкирского националиста или националистки. Итак, о башкирском народе. Каждый народ из себя представляет живой организм, который либо развивается и успешно живет, либо уменьшается в численности, ну и, соответственно, прекращает свою жизнь. В истории много народов, которые были когда-то большими, успешными, в итоге прекратили свое существование, исчезли, ассимилировались, либо остались в очень маленьком количестве, либо на сегодняшний день представлены в других частями в других народах. Ну, кипчаки, те же самые, если взять. Когда-то был большой, великий народ, занимал огромные территории степи Дешты-Кипчак. На сегодняшний день где он? Он представлен частично в башкирском народе, казахском, киргизском, татарском, крымско-татарском, ну и так далее. Как сделать так, чтобы наш башкирский народ в будущем не повторил подобную судьбу? Как я уже говорил в своих прежних выступлениях, на сегодняшний день в Республике Башкортостан башкирский народ составляет в процентном соотношении 29,5%. То есть нас даже 1/3 нету населения. А хотелось бы, конечно, чтобы у нас было 50%, даже больше. Как этого достичь? В мире, на мой взгляд, существует два способа достижения такой цели. Первый, самый опасный, самый вредный, преступный способ, который я ни в коем случае не поддерживаю, отрицательно к нему отношусь, выступаю против. Это в истории были такие случаи, когда коренной народ на территории своего проживания начинал вытеснять, выдавливать другие народы, которые там же проживали. Устраивал геноцид. Другой народ подвергался преследованию, не коренной народ, геноциду, депортациям, давлению, репрессиям, ну и так далее. Все, народ начинал покидать территорию проживания, уезжать. Соответственно, в процентном соотношении коренное население увеличилось. Оно не увеличилось численно, не увеличивалось. Вот, допустим, как их было 2 миллиона, так их 2 миллиона и осталось. Но в процентном соотношении они стали больше. Ну, допустим, было 4 миллиона населения данной страны, 2 миллиона коренного населения, начали устраивать геноцид, 1 миллион населения убежало, покинуло страну. Соответственно, коренного населения в процентном соотношении стало больше, естественно. 70-75%, там, допустим, да, подавляющее большинство. Вот таким способом они увеличили свою численность, процентную численность на данной территории. Но это не выход. Я всегда был против и выступаю против этого. Это негуманно, это нецивилизованно, это преступно. Мало того, к таким народам обычно сразу же другое цивилизованное общество сразу начинает относиться негативно. Данный народ вносится в определенный черный список, к этой стране применяются санкции, экономика, соответственно, затухает, ну и со всеми вытекающими. То есть мало того, что вы очень много судеб загубите, так еще и в истории этот народ остается как преступный народ, который совершал преступления по отношению к другому народу. Это непростительно, это негуманно. И есть второй вариант. Честное, конкурентное, как я считаю. Самое главное, что нужно? Самое главное, конечно, это нужно создавать браки, монобраки. Я всегда был сторонник монобраков, чтобы башкирские
представители выбирали себе также башкир, создавались монобашкирские браки, ну и рождалось как можно больше детей. Именно увеличивая численность с помощью рождаемости, можно увеличить свою нацию. Только так. Но еще хотел бы добавить, что если вы хотите, чтобы оставшееся население на данной территории, ну или вообще другие населения, которые проживают рядом, хотели бы быть похожими на башкир, хотели бы породниться с башкирами, добровольно ассимилироваться в нем, для этого данный народ должен показать свою успешность и состоятельность. Этот народ должен быть духовно сильным, культурным, образованным. Он должен быть в цивилизованном обществе, держать самую высокую марку. Мужчины должны быть физически сильными, духовно сильными людьми. Представители этого народа должны соблюдать свои традиции, свою религию, с уважением относиться к своим родителям, чтобы все оставшиеся другие народы видели, да, уважительное отношение к родителям, к своим близким, к своим детям, к своим женам. Если человек занимает высокие посты, он должен соответствовать своему посту. Он должен достичь этого поста своим образованием, своими способностями умственными, своими деловой хваткой. Но никак не туда пролезть с помощью байства, кумовства, клановости, по родству как-то. Нет. Успешные бизнесмены среди башкир. Культурные, образованные люди, еще раз говорю. Вот тогда с таким народом захотят породниться. На него будут хотеть быть похожими. Язык захотят изучать. Представители других народов будут отдавать своих детей в башкирские школы добровольно, чтобы они изучали башкирский язык, приобщались к башкирской культуре. С нами захотят родниться. Вот эта успешность в честной конкурентной, еще раз говорю, борьбе может способствовать увеличению численности нации. Теперь по поводу, я называю это миссия башкирского националиста или националистки. Еще раз повторю по поводу националиста. Кто такой в моем понимании башкирский националист? Не надо путать его с нацизмом. Он вообще ничего близкого к этому не имеет. Башкирский националист – это человек, который любит свою культуру, свой язык, свои традиции, свой народ, свою историю. Он не ставит свой народ выше других народов. Но он не ставит и не даст поставить свой народ ниже других. Вот кто такой башкирский националист. А то, что сегодня наше башкирское правительство пытается нам всем вбить в голову, то, что башкирский национализм это плохо. Нет. У них зашоренный взгляд, точнее, они специально так говорят, чтобы убить национализм в башкирском народе. Я считаю, что именно башкирский национализм спасет наш башкирский народ. Итак, миссия башкирского националиста или националистки. Возьмем девушку, башкирку. Допустим, она вышла замуж за русского. Ну, так бывает. Так бывает в нашей жизни. Я же еще раз говорю, я сторонник монобраков башкирских, но так бывает, что представители нашего народа берут в жены или выходят замуж за представителей других народов. Создаются межнациональные браки. Так вот, девушка, башкирка, вышла замуж за русского, родились дети. Вот здесь и должна проявиться национализм этой девушки нашей башкирской. Она должна своим детям привить с самого детства любовь к башкирской культуре, к башкирскому языку, к традициям, к религии, чтобы когда дети выросли и стали совершеннолетними, они четко внутри себя осознавали, что они башкиры. И когда к ним придут с переписью и скажут, кто вы по национальности, он четко, твердо мог сказать, я башкир или я башкирка. Вот цель. Но и это еще не все. После того, как дети вырастут,
и будут четко себя самоидентифицировать как представитель башкирского народа, они должны выбрать себе в жены или в мужья башкир. И когда у них родятся дети, уже получается на 75%, будучи башкирами, вот здесь миссия башкирской националистки будет исполнена. Она в честной и конкурентной борьбе своего мужа, представителя русской национальности, ассимилировала в нашем народе. Честно? Честно. Есть яркий пример. Вы можете спорить со мной, что это невозможно, или что это некультурно, но есть примеры. Я могу их вам привести. Всем знаменитый наш поэт и писатель, легендарный башкирский Рами Гарипов. У него жена была русская, Светлана. Так он не только привил ей любовь к нашему народу, она еще и выучила башкирский язык сама добровольно, прекрасно овладела этим языком. И дети у них, соответственно, были башкирами, которые в будущем также взяли в жены, в мужья, вышли замуж за представителей башкирских национальностей. Все. Рами Гарипов, соответственно, свою жену ассимилировал в нашем народе. Или другой пример. Когда я был в Кукбуре, у нас был такой парень Евгений. Фамилию не буду его называть, но фамилия русская была. Он всегда, как к нам в Кукбуре пришел, он на лицо вот, чисто русский парень такой, да? Но он сразу говорил: я башкир. Я себя чувствую башкиром, я себя осознаю башкиром, я горжусь, что я башкир. Вот так его мать воспитала. Все, вот недавно он женился. Жены взял кого? Конечно, башкирку. Молодец. Вот получается, его мать выполнила миссию, свою миссию, как башкирской националистки. В хорошем понимании этого слова, еще раз говорю. Вот вам яркие примеры. Честно? Честно. Конкурентно? Конкурентно. Согласны со мной или нет? Я не знаю, но если вы не согласны со мной, пишите комментарии, давайте поспорим. На этом все. До свидания, всех благ.